ГУП «Инкагро», ранее «Атлас», был открыт в конце 2013 года. Тогда комбинат громко заявил о себе. Руководство ГУПа обещало производить в год около 6 тысяч тонн готовой продукции. Однако уже через 2 года производство встало. На предприятии, как почти год, ничего не выпускают. Проверяя комбинат, Юнусбек Евкуров высказал замечание представителям республиканского правительства. Именно они, по его мнению, должны были взять под контроль производство предприятия. В прошлый раз я снимал товарища Гойгова, своего предшественника, товарища министра сельского хозяйства. За вот это и за теплицу. В прошлый раз снимал. Вы никаких выводов здесь не сделали. Вам сколько нужно времени, как исполнительный обязанность министра сельского хозяйства, сколько нужно времени, чтобы хотя бы здесь день одна банка выпускалась, чтобы работа пошла? Просто взять его как ГУП, чтобы здесь работа пошла, чтобы это не застаивалось предприятие. Сколько нужно времени организовать работу? У нас переговоры были, значит, буквально. Сколько нужно времени, я спрашиваю, не инвестор, а как предприятие, именно относящееся к Министерству сельского хозяйства. Годовой месяц. Вот через месяц мне представьте, что вы сделаете. Юнусбек Евкуров также добавил, что необходимо продумать вопрос укрепления нескольких сельхозпредприятий в один холдинг, чтобы у «Инкагро» было свое сырье для переработки. Я в ближайшее время там поставил задачу провести сейчас расследование, доложить по, в том числе, кадровым решениям в этом плане. И министра сельского хозяйства. Я в свое время за этот объект снимал 2 таких должностных лиц. Но почему-то выводов не сделали. И объект стоит закрытый, заросший бурьяном. И в рамках этого дела, я и сегодня прокурору об этом сказал, мы, наверное, возбудим уголовное дело и примем жесткие меры к привлечению к ответственности должностных лиц, которые неэффективно используют те бюджетные средства, которые там федеральный центр нам выделяет. Подрывать имидж авторитета республики в этом плане. Это, опять же, узнаю я уже по звонку там или по сообщению на мой телефон, что такое предприятие застаивает. Напомним, «Инкагро» производит продукцию сахаросодержащих и овощных консервов, а также томатные пасты и пюре. Продукция, производимая в комбинате, отличается своим вкусом и качеством. Вся продукция экологически чистая. Еще одно крупное сельхозпредприятие строится в сельском поселении Икажево. Там близится к завершению строительства крупнейшего мясоперерабатывающего комбината. Объект, который рассчитан на 800 голов крупнорогатого скота, возводится на окраине сельского поселения за счет средств частного инвестора. С ходом строительных работ ознакомился глава республики Юнусбек Евкуров. Он осмотрел все построенные корпуса и помещения различного назначения, интересовался, как будет налаживаться технология безотходного производства. Есть одна тема, то, что сделано в Ингушетии, да, туда поставлять. Каждый там делал магазин. Там отдел у него будет? Чтобы был отдел, чтобы мы в один магазин загоняем товары, которые сделаны в Ингушетии. Это раз, это один вариант. И второй вариант, если вы делаете магазин сразу же с колбасным цехом, с сосисочным цехом, с каким-то таким сопутствием, не просто мясо продавать. Это второй вариант. Это одна тема. То есть тоже подумайте, тоже несите и мне предложение подать. И еще одна тема. Я с Азербайджана, когда прилетел, вам показывал фотографии. По дороге между селами, там в Азербайджане, однообразно сделаны павильоны для мяса, только для мяса, где мясо продают. Вот тоже под его брендом ему дать места. Это в районе где-то остановок, в районе остановок, где люди там подходят. Вот в районе остановок, чтобы ему дать отдельные места, где однообразно он может поставить там 10-20 вот этих своих там небольших там павильончиков, которые там отвечают всем стандартам СНИПам и Роспотребнадзору, и вы там можете спокойно продавать там мясо. Тоже варианты обсудите. Понятно? Как сообщил инвестор, строительство комплекса ведется на территории в 1,5 гектара. Для этого комплекс планируется оснастить самым современным оборудованием. На комбинате будут выпускать порядка 100 наименований готовой продукции. На начальном этапе намечено создать около полусотни постоянных рабочих мест. Благодаря тому, что там участник уже все идет по плану, независимо от того, что там все-таки финансовые средства, кризис, доллар поднялся, инвестор, некто Парагульгов, он в нужном направлении работает, но при этом ряд чиновников не оказывают должную поддержку, помощь, в том числе по линии Министерства сельского хозяйства, по линии муниципальных образований. Сегодня я поручение дал, я думаю, что в ближайшее время помощь ему окажут, в том числе выделение земли для
строительства и магазина, и для строительства ряда своих проектов, объектов. Комплекс должен уже в декабре, ну, если не на полную мощь, то на такую мощь уже заработать. Юнусбек Евкуру также посетил 6-ю школу в городском поселении Сунжа. Поводом визита главы послужил затянувшийся ремонт спортивного зала. Все эти работы необходимо было закончить до 1 сентября, но почему-то подрядчик решил приостановить ремонт. Все доложили, что на 1 сентября все школы готовы. Где у нас? Вы же присутствовали. Я директоров школ собирал, вы присутствовали. Никто же мне слова не сказал, что ваша школа не готова. Я вас собирал до 1 сентября. В сентябре собирал, по итогу ЕГЭ собирал. Никто же из вас мне не сказал. Министерство, знаешь, мы обращались... Почему мне не доложили, если я вас собирал? Тогда сказали, что 1 сентября, первую четверть мы же занимаемся на улице физкультуры. И поэтому для нас как бы это не было столь этим самым. Потому что первую четверть всегда дети занимаются на улице по программе. Подождите. Что-нибудь программа. У вас доложить сказано, что на 1 сентября все школы готовы. Почему спортзалы не готовы? Вы докладываете, что школы готовы. Юнусбек Евкуру предположил, что аналогичная картина может быть и в других школах Сунжского района, с учетом того, что ремонт проводил один и тот же подрядчик. На фоне нарушений в этой школе глава Ингушетии дал указание проверить качество выполненных ремонтных работ в спортзалах всех школ района. В ряде школ спортзалы не готовы, полы разобрали. Подрядчик, который должен был в рамках программы развития сельских территорий освоить средства, почему-то не стал дальше это продолжать. Пока это связывается с тем, что смена министров образования и какие-то обязательства перед старым министром. Я думаю, что коррупционная составляющая там, может быть, присутствует. Но Совет Безопасности сейчас занимается этим вопросом и поручение дал, чтобы в течение 20 дней везде спортзалы были оборудованы, недостатки устранены. А директорам школ и начальникам управления образования и министерству, кто курирует это направление, объявить взыскание за то, что не приняли меры к подготовке школ к 1 сентября. Это опять же подчеркивает неправильный подход чиновников к своей работе, к своим обязанностям. В рамках инспекционной поездки глава Ингушетии также посетил место строительства первого в регионе Дворца Республики по типу Конгресс-холла. В ходе обсуждения нескольких вариантов руководитель республики остановился на участке, расположенном с правой стороны от башни Согласия, а площадку слева от нее решено отвести под строительство Национальной библиотеки. Конгресс-холл будет состоять из нескольких этажей. Там будут проходить наиболее значимые мероприятия из различных сфер жизни. Муслим Ганиев, Рамазан Ахильгов, Юсуп Ханиев. Новости 24.